Доброе утро! На телеканалах Якутия-24 и НВК Саха «Утро Якутии». С вами снова Мадина Халикова. И мы сегодня подготовили очень много интересного для вас, наших зрителей. Просыпайтесь вместе с нами, встречайте это утро на позитиве. Так как сегодня, вы уже заметили, у нас за окном прошел небольшой снег, но сегодня достаточно тепло, поэтому одевайтесь, конечно же, теплее, следите за погодой, но порадуйтесь последним таким теплым дням. Мы работаем в прямом эфире и ждем ваших сообщений, фотографий, поздравлений. Может быть, просто вы хотите пожелать кому-то доброго утра и пожелать хорошего настроения. Наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88, а также у нас есть Instagram. Заходите в приложение, в поиске вбиваете «Утро Якутии» и сразу нас находите. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы там часто проводим много интересных розыгрышей, конкурсов, интерактивов с нашими зрителями. Также вы можете поучаствовать в нашем прямом эфире и задать вопросы нашим приглашенным гостям, которых мы анонсируем в наших социальных сетях. Ну а сейчас пришло время узнать, какая погода за окном. В центральных районах минус 2,0, в заречной группе минус 4,0, в южных столбик термометра опустился до минус 6, минус 3 градусов. В Вилюйской группе минус 2, минус 1, в Нижнеленских минус 1,0. В западных районах минус 3, минус 2. В Колыма-Индигирской группе Улусов столбик термометра опустился ниже 9,4 градусов. В Янских минус 3, минус 1, на северо-западе минус 5, минус 2. В Якутске температура воздуха на 6 утра составила минус 1 градус. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Слабый снег. Температура плюс 2, плюс 4. И, конечно же, в такую прекрасную погоду и легкий снег можно насладиться этим утром. Пейте крепкий кофе или любимый чай и посмотрите. Сейчас мы подготовили для вас самые актуальные новости. К этому часу передаю слово в нашу информационную службу. Доброе утро, Якутия. Утренний эфир продолжает блок новостей. Еще раз, давай-ка сначала. Доброе утро, Якутия. Утренний эфир продолжает блок новостей. Непривитым сотрудникам можно работать дистанционно, если позволяет специфика работы. Об этом говорится в совместных разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора. Отмечается, что работодатель вправе по собственной инициативе или по инициативе работника предложить ему перейти на удаленный формат работы. Однако таким правом рекомендуют пользоваться только в том случае, если у сотрудника есть противопоказания к вакцинации. Тем сотрудникам, кто решил вакцинироваться от ковид, рекомендуют предоставить дополнительный выходной. При этом работодатель может предоставить его как дополнительный оплачиваемый день отдыха с сохранением зарплаты или присоединить его к следующему отпуску. Между тем, более половины россиян выразили готовность в той или иной степени отказаться от выходных ради повышения зарплаты. Согласно опросу, 40% жителей России согласились отказаться от 1-3 выходных ради увеличения зарплаты в среднем до 100 тысяч рублей. Еще 13% респондентов заявили, что могут отработать 4-6 дополнительных дней в месяц за зарплату в 113 тысяч, а 7% готовы работать более 6 дней выходных за 117 тысяч. При этом 12% россиян заявили, что могут и вовсе отказаться от отдыха, если им будут платить 128 тысяч в месяц. Субсидии на 95 миллионов рублей получили обладатели дальневосточных гектаров в Якутии. Общая сумма поддержки получателей земельных участков за весь период реализации составила 95 миллионов рублей. В настоящее время обладателям гектаров доступны около 35 мер поддержки, среди которых гранты, субсидии и льготы, а также специальные региональные виды помощи. Якутия замыкает в топ-4 регионов, лидирующих по объему поддержки.
9 работников бюджетной сферы в Ленске получили сертификаты на сумму 200 тысяч рублей на ремонт жилья, а 17 семей Ленского района получили сертификаты на сумму 500 тысяч. Средства пойдут на улучшение жилищных условий, покупку или строительство. Такая муниципальная программа для поддержки работников бюджетной сферы действует на территории района уже несколько лет. За эти годы многим удалось отремонтировать свои квартиры и дома с помощью мер соцподдержки, а тем, у кого не было собственной жилплощади, приобрести крышу над головой. Но есть ряд условий для получения таких выплат. Главное, конечно, условие, если говорить о ремонте, то это то, что нужно проработать 3 года в нашей бюджетной сфере, в учреждениях муниципальных, ну и чтобы данное жилое помещение было одно в собственности. Что касается приобретения жилья либо строительства, то здесь самое главное – это быть на учете как нуждающимся в получении в улучшении жилищных условий. И ты должен быть работником бюджетной сферы, первое. Ты должен проработать не менее 3 лет в бюджетной сфере. И, конечно, самое главное и очень важное – это то, что ты должен быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Повторю еще раз, что данную справку о нуждаемости могут выдать органы местного самоуправления по месту проживания гражданина. Началась льготная подписка на первое полугодие следующего года. Оформить доставку на любимые издания можно с приличной скидкой. Причем как в почтовых отделениях, так и на сайте почтового оператора. Во время декады подписки стоимость более чем 800 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет снижается до 30%. Несмотря на развитие технологий, печатные СМИ остаются для граждан одним из основных источников информации, особенно в регионах. Льготная подписка продлится до 14 октября. Если смотреть в целом, да, вот в 2020 году и 2021 год, если сравнить, в 2021 году у нас по сравнению был очень хороший результат, несмотря на пандемию, потому что у нас очень стала популярна услуга онлайн-подписки, то есть это можно, не выходя из дома, оформить подписку на сайте. Главное выбрать свой регион, тогда можно будет оформить подписку на наши местные издания. Спасибо, Сергей. Ну а как гласит народная мудрость, начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. Так давайте же начнем этот четверг с правильного образа жизни и немножечко разомнемся. Наш фитнес-тренер подготовила для вас неплохую такую зарядку с хорошим комплексом упражнений, который может выполнить любой человек с любой физической подготовкой. Давайте посмотрим и позанимаемся. Доброе утро. Меня зовут Ольга Каюмова. Я персональный тренер атлетического клуба «Спарта». Я проведу для вас утреннюю зарядку. Упражнение начинаем с верхней части тела. Ноги по ширине таза, спина прямая. Начинаем движение шеи. Начинаем влево поворачивать, вправо. Все движения выполняются спокойно, четко. Следующие наклоны вперед, назад. То, что начинается с шеи, нужно выполнять спокойно, без резких движений. Все повторения выполняются по 20-30 раз. Следующее – плечи. Нужно в полной амплитуде спокойно вращать. Все упражнения похожи на суставную разминку. Данные движения можно выполнять и перед тренировкой, не только как зарядку. Дальше. Грудной отдел. Спина также прямая. И сворачиваем в сторону, в левую сторону. Далее наклоны в стороны.
Туловище не двигаем. И дыхание спокойное. Далее ноги также по ширине таза и наклоны вперед. Таз отводим назад, при этом наклоняемся вперед. Вес тела на пятках. Данное упражнение выполнять 3 подхода по 15 раз. На этом наша зарядка закончилась. Хорошего дня! Я надеюсь, вы взбодрились и сейчас уже идете пить любимый кофе, а может быть чай, и есть свой полезный завтрак. Время 7:10, поэтому уже совсем скоро начнется рабочий день. Ну а мы продолжаем. Наверняка все знают, что сегодня свой день рождения празднует глава государства, президент Владимир Путин. Ему сегодня 69 лет, и мы, конечно, не могли пройти мимо этого события и тоже присоединяемся к поздравлениям нашего президента. Ну а какие еще знаменательные события произошли в этот день, расскажем в нашей постоянной рубрике. На календаре 7 октября и в этот день празднуют День образования штабных подразделений МВД России, День библиотекаря в Армении, День гражданской авиации Кыргызстана. По народному календарю в этот день отмечается память Феклы Иконийской. На Руси на Феклу женщины садились прясть, это сулило удачу в домашних делах. Оттого святую назвали запредальницей. Русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать, поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а молодые девушки гадали на суженого. Приметы. Если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето. На стол подавали грибы, жарили их с картошкой или пекли пироги. В этот день дата основания Томска. В Англии запатентована первая копировальная бумага. В Онтарио открыты залежи серебра. Первые 100 женщин приняты в Оксфордский университет. День образования Германской Демократической Республики. Космический аппарат Луна-3 впервые совершил облет Луны. В СССР принята Брежневская конституция. Пост номер 1 в России перенесен от мавзолея Ленина к могиле неизвестного солдата. Родились в этот день Григорий Елисеев, основатель первого российского акционерного банка. Иван Петров, советский художник, мастер батальной живописи. Владимир Путин, президент Российской Федерации. Руслан Нигматуллин, российский футболист и вратарь. Андрей Капралов, российский пловец, чемпион мира и Европы. Именины празднуют Андрей, Виталий, Василий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла. Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день за достойный труд. А кто всегда стоит на страже законов трудящихся? Это, конечно же, профсоюзы. Разные вопросы, всегда с разными вопросами трудящиеся обращаются в профсоюзные организации. И как помочь решить проблемы с начальством, нам сегодня расскажет председатель Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия Николай Николаевич Дегтярев. Доброе утро, Николай Николаевич. Доброе утро. Расскажите, вот сегодня и вообще ежегодно, 7 октября, празднуется Всемирный день действий за достойный труд и проходит множество акций в защиту трудящихся. Профсоюзы Якутии присоединяются к этой акции? Да, конечно. Как вы уже сказали, это решение Международной конфедерации профсоюзов. Принято такое решение. Ну и Федерация независимых профсоюзов России также принято решение о проведении всероссийской акции за достойный труд. В этом году эта акция пройдет под девизом «Защитим социальные гарантии работников». Ну, к сожалению, с этими ограничениями мы не можем так широко собираться, проводить митинги, но было принято решение эти акции проводить в рамках трехсторонних наших
комиссий. Вот как раз вчера состоялась рабочая группа Республиканской трехсторонней комиссии, где затронут будет один из самых актуальных вопросов – это по оплате труда бюджетных работников. Ну и как запланировано сейчас во всех социальных сетях есть хэштеги, будет размещено обращение председателя ФНПР Михаила Викторовича Шмакова, ну и наше обращение. Вот в таком формате вот сегодня это пройдет. Вы уже упомянули о том, что самая актуальная тема – это повышение уровня оплаты труда. Мы сегодня тоже вот рассказывали, что люди готовы отказаться даже от выходных, лишь бы им повысили зарплату. Какие требования вот выставляют в Якутии? Ну, от выходных, конечно, отказываться не надо, но наоборот сейчас рассматривается вопрос 4-дневных рабочих дней, но до этого, конечно, далеко. Но в настоящее время самым актуальным вопросом у нас идет проблема дифференциации оплаты труда. Ну, в связи с ростом минимального размера оплаты труда и ежегодным ее упреждающим повышением высшей инфляции, да, у нас, к сожалению, отстает прочие категории. Это те работники бюджетной сферы, более 37 тысяч человек, где рост заработной платы, к сожалению, в предыдущие годы вообще не повышался, потом еще только на уровне инфляции, по этому году всего лишь на 3%, поэтому отставание очень большое. Вот специалисты с высшим образованием, фактически уровень зарплаты у них так скажем, с работниками, вообще неквалифицированными работниками. Ну, с техническим, фактически там 1-2 тысячи разницы. Даже некоторые у нас специалисты получают на уровне минимального размера оплаты труда. Вот это проблема. Поэтому мы сегодня собираем подписи в обращении главе республики, чтобы все-таки индексировать их уровень заработка не менее 6% с 1 января 2022 года. Какие еще меры поддержки существуют, да, и с какими требованиями еще обращаются, помимо размера оплаты труда? Наверняка это социальные гарантии какие-то, чтобы работникам были. И что говорят люди? Ну, конечно же, сейчас в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, прежде всего, это, конечно, обеспечение безопасных условий труда. До сих пор, к сожалению, есть предприятия, организации, которые за счет работника обеспечивают, ну, простыми, да, это маски, перчатки, обеспечение, все это должно лечь на расходы работодателя, но, к сожалению, этого не придерживается. Хочу сказать, что сейчас много вопросов уже и по дистанционной работе. В связи с принятием изменением Трудового кодекса по дистанционной работе, также все расходы интернета, электричества, да, очень многие учителя сейчас дома работают, это должно быть компенсировано. К сожалению, по прошлому году этот вопрос ставился, расчеты делались, но из-за сложной финансовой ситуации, к сожалению, это обеспечение нет. Но сейчас это уже законодательное требование, поэтому сейчас коллективы должны в своих коллективных договорах должны внести изменения, и все эти расходы должны компенсировать. Вот эти одни из самых актуальных сейчас на сегодняшний день. Но до сих пор, к сожалению, мы слышим, что один из самых таких законодательных гарантий по проезду в отпуск не во всех учреждениях это выполняется. Особенно это актуально для наших северов, вы понимаете, это долететь до Якутска, а потом еще куда-то вылетать, это очень большие расходы. Конечно, до Якутска-то даже долететь дорого. Да, поэтому, но это законодательная гарантия работников, работающих на Крайнем Севере. Вот это должно, несмотря на какие финансовые, должны исполняться. Ну, в этом плане, конечно же, для бюджетников сложновато. Но в любом случае кредиторская задолженность должна быть показана, и до конца финансового года компенсация должна пройти. Какие механизмы существуют для того, чтобы урегулировать все права, собственно, работников, которые они считают, что они как раз это одним из самых главных нашей работы, это социальное партнерство. Мы не оппозиция, мы должны эти вопросы решать за столом переговоров. Поэтому вот как раз сегодня в день действий у нас будет встреча с заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия с Балавкиной Ольгой Валерьевной. И вот эти вопросы актуальные, конечно, мы будем с ними обсуждать. Ну и на следующей неделе у нас планируется встреча
с председателем Государственного собрания Алексеем Ильичем Еремеевым. Также вот именно на законодательном. Есть у нас законы, но которые по социальным гарантиям, которые не выполняются. Поэтому по этой теме также будут серьезные разговоры. Какие санкции применятся к тем предприятиям, которые нарушают трудовое законодательство и, собственно, ущемляют права трудящихся? Ну, достаточно в последние годы ужесточение идет, но мы не сильно на этом, так скажем... Продвинулись. Да, нет, не продвинулись, мы не сильно настаиваем на этом. Мгм. Конечно же, я еще раз говорю, мы сперва это решаем переговорным путем, но если в действительности есть, есть и недобросовестные работодатели, конечно, с ними должны быть разговоры достаточно жесткие. Поэтому у нас очень хорошие соглашения с прокуратурой, и на наши заявления они реагируют очень быстро. И, конечно же, это главный у нас контролирующий надзорный орган, это Государственная трудовая инспекция. С ними мы сотрудничаем. Как к вам обратиться? Собственно, как вас найти? Куда писать? Вы можете вот нашим зрителям сейчас рассказать. Ну, у нас есть свой сайт Федерации профсоюзов saha.prof.org. Там специальный раздел «Ответы и вопросы» есть. Можете на наш электронный адрес saha.prof@mail.ru. Ну и есть прямая линия, WhatsApp-линия 8 914 286 0036. И там достаточно много прямых обращений у нас бывает. Спасибо, Николай Николаевич, что сегодня утром пришли к нам в студию и нашли время и рассказали о таких важных социально значимых проектах, которые вы делаете. И надеюсь, что действительно в нашей республике все меньше и меньше с каждым годом будет недобросовестных работодателей. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. 15 лет назад ансамблю скрипачей-виртуозы Якутии был присвоен статус государственного. За это время через ансамбль прошли десятки талантливейших мастеров скрипки. Ни одно значимое событие в нашей республике не проходит без виртуозов Якутии. На этой неделе на сцене Русского академического театра состоялся концерт цикла «Золотая коллекция» от государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии». Юбилейный концерт приурочен к 15-летию со дня присвоения ансамблю статуса государственного. Наша коллега Марфирина Алексеева с подробным репортажем. В репертуаре ансамбля более 140 самых виртуозных произведений мировой классики, а также композиции самых разных стилей и жанров. Государственный ансамбль скрипачей-виртуозы Якутии, лауреат 7 международных конкурсов, за 27 лет своей творческой деятельности дал более 2500 концертов на самых престижных площадках в 29 странах Америки, Европы и Азии. В составе ансамбля 11 молодых скрипачей. Сложно представить, какого труда стоит добиться мирового успеха хрупким и грациозным девушкам. Все хотят учиться музыке, но потом, как только соприкасаются с занятиями, они начинают понимать, что это оказывается очень сложно. Да? Ну, это конечно, я не могу проводить такие прямые ассоциации с спортсменами. Это то же самое, потому что без этих репетиций достичь каких-то результатов очень трудно. Особенно на таком инструменте, как скрипка. У нас рабочий график 7 часов. И за эти 7 часов мы каждый день оттачиваем свое мастерство, именно чистоту, перышки свои прочищаем вот так вот. И каждый день такая работа происходит, а что делать? Иначе мы бы не добились таких результатов. Такой сложный путь, тернистый. В ряды коллектива ансамбля виртуозов Якутии входят лишь самые старательные учащиеся высшей школы музыки. Солистка ансамбля Евросиния Ефимова в коллективе с самого присвоения виртуозам Якутии статуса государственного, то есть 15 лет. С 2007 года я уже работаю в этом коллективе. По сей день я старожила, получается. Также на итоговом концерте благодаря гранту председателя правительства республики была представлена новая скрипка итальянского мастера Андреа Шуца. Выступая в Кремоне, это итальянский город мастеров скрипичных, где творили великие Страдивари, Гварнери и другие. Мы познакомились с мастером, который имеет мастерскую в Кремоне. Он предложил нам свои скрипки, нам они очень понравились. И последние годы мы стараемся приобретать для ансамбля
и его скрипки. В свой 15-летний юбилейный год коллектив ансамбля решил провести 15 концертов, на которых была представлена золотая коллекция, состоящая из 150 произведений. На завершающем концерте виртуозы Якутии исполнили самые любимые и узнаваемые композиции слушателей. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?» Все знают это стихотворение с самого детства и, конечно же, знают автора этого стихотворения и знают, о ком это. Конечно же, о почтальонах. И даже несмотря на то, что сейчас век мессенджеров, и мы можем в любую точку нашей планеты отправить сообщение моментально, почта не теряет своей популярности, ведь мы отправляем посылки, заказные письма, а еще, конечно же, существует бюрократия, и без бумажек сейчас никуда. И о том, как в этой профессии, как работают люди, как ускорить работу, как не стоять в очередях, мы расскажем сегодня. Ведь 9 октября все почтальоны отметят свой профессиональный праздник. Об интересных профессиях мы рассказываем в рубрике «Наша профессия». Давайте сейчас посмотрим сюжет о почтальонах. Гордо говорить, если кто-то спрашивает, где работаешь, вот говоришь, на Почте России, это звучит очень даже солидно. На почту я изначально пришла в 2019 году в октябре, на самом деле случайно. Работа мне, скажем так, подошла. Как оператор я уже работала, думаю, достаточно неплохо. Вот. Раз меня, наверное, как-то оценили, я думаю. Моя самая, конечно, главная задача – это все-таки скоординировать работу всего отделения. То есть, конечно, да, самая главная задача это у нас на операторах, потому что они непосредственно с клиентами общаются. То есть это и прием посылок, и выдача посылок, письма. Ну, на самом деле работы очень много. Почтальонов тоже очень важно координировать, куда пойти, что отнести. Все-таки работа коллектива в любом случае. Не только моя заслуга, чтобы отделение работало слаженно. Несмотря на то, что я, получается, недавно здесь работаю, и так получилось, что мы с коллективом как-то сразу, не знаю, подружились, да. Потому что бывает такое, что если коллектив уже слаженный, уже до тебя много лет работали, а они здесь вот именно такие ребята, здесь у нас почтальоны по 10 и по 15 лет работают. Вот. И, конечно, сложно, когда приходит человек со стороны, новенький. Иногда бывает такое, что он работает годами, а так его коллектив и не принял. Меня, к счастью, Меня, к счастью, приняли. Конечно, я хочу сказать, что я добрый. Но вообще, да, на самом деле, я очень всегда, наоборот, лояльна, стараюсь относиться. И уж тем более никаких ни криков, никакой ругани. Бывают такие ситуации, что приходишь домой и думаешь, боже, да браться бы до подушки. В своем коллективе я уверена вообще на 300%. Я за них горой могу стоять, защищать их. И я уверена, что и знаю точно, что и меня они не подведут. То есть я знаю, что я от них подвоха никакого могу не ожидать. То есть это, конечно, придает сил, на самом деле, работы. В этом плане мне повезло. У меня с коллективом вообще все прекрасно. На данный момент у меня вообще даже не возникает мысли, чтобы уйти с почты. Во-первых, это история. Это не какой-то бизнес частный, да, где ты чем-то занимаешься. Это все-таки такое дело, которое тянется уже несколько веков. Все-таки почта – это такой организм, что он был, мне кажется, есть и будет. Вообще никогда никуда не денется. Поэтому быть причастной к такому глобальному делу, я думаю, это немножечко как-то вдохновляет вообще-то для жизни. Хорошо, когда есть такие профессионалы, и они работают на своих местах, потому что от хорошего руководителя, конечно, зависит и работа слаженная, и настроение в коллективе. Ну и вообще работа почты у нас перестала, наверное, так широко оцениваться, но эти люди работают для нас каждый день и передают наши с вами важные вещи, посылки, письма. И согласитесь, рукописные письма получать гораздо приятнее, чем сухое сообщение в тех же мессенджерах. Ну а вообще в нашей следующей рубрике мы хотим поговорить еще об одном очень теплом проекте, который мы вместе с нашими коллегами
каждый четверг, о котором мы каждый четверг рассказываем. Это наш проект «Пусть мама придет». Мы помогаем семьям обрести своих детей. Мы помогаем детям обрести дом. И, конечно же, приемным родителям родительское счастье. Давайте посмотрим. Знакомьтесь, Саян. Мальчику 13 лет. Ну, мальчик сразу проявил себя с положительной стороны. Он очень общительный, очень улыбчивый, очень любит близко контактировать с людьми. Любит обнимашки, он любит ласку. Ему это очень нравится. Где-то в каких-то моментах бывает немного обидчиво, но быстро отходит, и как бы таких вот больших каких-то проявлений, серьезных каких-то агрессий никогда у него нет. Он очень быстро как бы отходит, даже если его сильно обидели. И потом дальше продолжает общаться со своим же обидчиком, еще и поделится с ним вторым ужином, подарит ему какую-то игрушку. То есть добрый мальчишка. Саян увлекается робототехникой. К занятию по лего-конструированию меня привлек Антон Дмитриевич. Мы с ним были на 2 выставках. И вот эти вот 2 модели я создал на 3-ю выставку. Саян очень умный и добрый мальчик. Попав в семью, он полностью раскроется и сможет реализовать свои планы и мечты. С добрым утром! Если вы только что включили свой телевизор, то приветствуем вас в эфире программы «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Я, Мадина Халикова, знакомлю вас с самыми интересными событиями дня сегодняшнего. И, конечно же, мы работаем в прямом эфире и ждем ваших сообщений и поздравлений на наш номер 8 914 273 44 88. Работает мессенджер WhatsApp, а также мы есть в социальных сетях. И, конечно, в наш WhatsApp приходят поздравления. Давайте я вам зачитаю парочку из них. Доброе утро! Поздравляем сватью Инессу Эдуардовну Михайлову с днем рождения. Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаем счастья, радоваться жизни, мечтать, верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Семья Казаковых. А также есть поздравления с 65-летним юбилеем. Поздравляют отца, дедушку Аргунова Алексея Васильевича. Будь счастлив, успехов в работе, с наилучшими пожеланиями, дети и внуки. Такие замечательные поздравления нам сейчас приходят. Ну а у нас пришло время посмотреть на самые актуальные новости. Передаю слово Сергею Михедову в информационную службу. Доброе утро, Якутия. Сейчас небольшой новостной блок. Россияне потратили и перечисленные соцпособия на смартфоны. Участники рынка отметили необычный всплеск продаж смартфонов в 3-м квартале года. Даже учитывая, что этот подъем является сезонным, показатели оказались значительно выше прошлогодних. В частности, аналитики указали, что россияне активнее всего скупали девайсы среднего ценового сегмента по 15-20 тысяч рублей. Помимо соцвыплат на детей, пенсионерам и военнослужащим, эксперты сочли факторами роста продаж начала учебного года и обновления модельного ряда ведущими производителями. Эксперты отмечают, что аналогичный подъем продаж фиксировался в июне-июле 2020 года. Именно тогда президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей. Тем временем количество обанкротившихся россиян продолжает расти. За 9 месяцев текущего года оно увеличилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Это следует из данных Федресурса, с которыми ознакомились «Известия». Всего за январь-сентябрь суды объявили несостоятельными 137 тысяч граждан и предпринимателей. При этом новой процедурой банкротства через МФЦ воспользовалось только 5 тысяч россиян. Рост числа несостоятельных граждан обусловлен последствиями пандемии и локдауна.
Особенности строительства и эксплуатации объектов и оборудования в экстремальных условиях Крайнего Севера обсуждают промышленники и научные работники. В течение 3 дней в Якутске представители компании «Газпромнефть», Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого и Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук будут обсуждать новейшие научные открытия, одно из которых – разработка инновационного материала, способного выдержать самые высокие и низкие температуры Крайнего Севера. Только разработанные новые материалы могут безостановочно работать в этих условиях. Эти материалы нами разработаны, они испытаны, но остается их испытывать уже в натурных условиях и испытывать уже в производственных условиях. А это нам предстоит вместе с «Газпромнефтью» и сотрудниками университета Петра Великого из Санкт-Петербурга. Далее о спорте. В столице региона, в Центре национальных видов спорта имени Василия Манчары чествовали триумфаторов чемпионата России по масс-рестлингу. Обладателям золотых медалей вручили сертификаты на сумму 100 тысяч рублей, а их тренерам на 50 тысяч. Напомним, чемпионат России по масс-рестлингу проходил в городе Калуга. Сборную республики представляли 2 команды, в которые отобрали 47 спортсменов. Всего в чемпионате страны участвовали 123 масс-рестлера из 23 регионов страны. По итогам представители сборной республики завоевали 38 медалей, из них 12 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых. Сейчас Российской Федерации всего где-то на 26 регионов доминируется масс-рестлинг. Из них где-то 15-16 регионов очень хорошо тренируются и популяризуют этот вид спорта. И поэтому на сегодняшний день каждым днем в регионах масс-рестлинг очень развивается. И нашим спортсменам они очень хорошо, они спарринг-партнером хорошо играют. И в этом чемпионате это показал. Точный удар игрока якутской Арктики Максима Капралова признан лучшим голом 18-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Голосование провели в соцсетях турнира. Полузащитник якутского клуба провел взятие ворот команды СКА Хабаровск, перебросив мяч за шиворот вратаря с угла штрафной площадки. Этот гол для Капралова стал единственным в завершившемся сезоне. Отметим, что зрелищный удар не спас якутян от поражения. Хабаровчане выиграли со счетом 4-1. По итогам соревнования «Арктика» заняла 9-е место в турнирной таблице лиги, набрав 11 очков в 18 играх. К этому часу это все новости. Удачного дня! Доброе утро! В Якутске стартует просветительская программа «Умные недели», которую проводит Российское общество знания. В течение нескольких дней на различных площадках гости будут программу будут читать лекции, проводить мастер-классы по программе «Культура и искусство». И подробнее об этом мероприятии сегодня мы поговорим с нашими гостями. Это один из организаторов мероприятий, первый проректор АГИКи, региональный представитель Российского общества знания Станислав Семенович Иванов и гость, режиссер, сценарист, преподаватель Ната Покровская. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы нашли время приехать в нашу студию. И давайте теперь поподробнее расскажите зрителям, что за мероприятие, какая программа. Действительно, мы очень рады, что у нас появилась возможность в течение 2 дней принять группу молодых творческих деятелей искусства и культуры, и для того, чтобы они могли поделиться своими знаниями, опытом со студентами. 12 мая этого года прошел внеочередной съезд Российского общества знания, и на котором выступал первый заместитель руководителя администрации президента и правительства России Сергей Кириенко. Он же был избран председателем наблюдательного совета Российского общества знания, и было принято решение переформатировать работу Российского общества знания. И вот с июня, начиная этого года, был запущен проект «Умные недели». Этот проект подразумевает под собой встречи студентов, молодежи, школьников с деятелями искусства, культуры, науки, для того, чтобы можно было в доходчивой, доступной форме донести до нашего молодого поколения
те веяния, те новеллы, которые существуют сегодня. Потому что ясно, понятно, мы, к сожалению, находимся все в условиях ограниченного пространства из-за того, что случилась пандемия. Но говорящие головы никогда не смогут заменить живого общения с лекторами, с практиками. И поэтому вот в июне стартовал этот проект, и 55-й регион уже на сегодня, Якутия 56-м регионом является, через который прошли вот такого рода проекты. Да, вот вы как упомянули, во многих регионах прошли умные недели, и везде формат и области, которые изучали, были разные. Почему в Якутске решили на культуре и искусстве остановиться? Дело в том, что различные были выбраны направления. Они как бы вот поэтому и называются умные недели. Это и истории, это информационная безопасность, это значит, какие-то достижения в науке по разным направлениям, в зависимости от того, как представляет и позиционируется регион. И вот получилось так, что на сентябрь, конец сентября, потому что планировалась в сентябре сперва встреча, приезд наших спикеров, в октябре это было связано с культурой и искусством. Ну и, конечно же, те учебные заведения, которые явились хорошей площадкой, это Арктический институт культуры и искусств, как раз с теми направлениями, с теми треками, о которых я скажу, и колледж культуры и искусства имени Макаровой и художественное училище имени Романова. Вот это 3 учебных заведения, которые как раз попали в этот трек. 3 трека, которые будут представлены в течение 2 дней. Наши спикеры поработают со студентами. Это кино и сценическое искусство, как раз сценическое мастерство. Ната будет представлять этот трек, она расскажет об этом. Затем хореография и история искусств. Вот эти 3 трека. И кто еще будет гостями? Значит, ну вот у нас вчера уже прибыли 2 спикера, и сегодня буквально хореограф Летючий Юрий и Новиков Егинов Александр, который представляет, значит, кино. Они прямо с самолета только оставят вещи в гостинице и уже сразу приедут на площадку для встречи со студентами. Ну и кроме того, вчера прилетели Эдуард и Екатерина Плешковы, это художники, они будут знакомить с историей искусств. Ну и вот наша гостья сегодняшней студии, это Ната Покровская, актер, режиссер, сценарист, сооснователь студии «Латерал Самма», автор первого в России учебника по интерактивному сторителлингу «Белое зеркало», ну и преподаватель в Высшей школе экономики. Наверное, Ната, мы с вами пообщаем. Но мы продолжаем нашу программу и продолжаем общение с нашими гостями. Сейчас переходим к вопросам для Наты Покровской, режиссера, сценариста и преподавателя. Ната, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, с какой программой вы приехали, какие лекции вы расскажете на площадках «Умные недели»? Ну, для начала я бы хотела сказать, что я очень благодарна вообще за эту возможность прилететь в Якутск. И мне кажется символичным, что лететь из Москвы в Якутск примерно столько же, сколько из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где находится Голливуд. И я надеюсь совершенно искренне, что, будучи здесь, на родине якутского кино, я сама тоже чему-то смогу научиться, потому что, правда, как бы, ну, есть чему, очень много. Мы поговорим со студентами, у меня есть 3 основных темы. Первая – это практические знания и навыки, которые помогают начинать творческие проекты и доводить их до конца. Это большая проблема любого, в общем, на самом деле, не только творческого человека. Многие считают, что нам необходимо вдохновение для того, чтобы создать что-то прекрасное, но на самом деле нет. И мы с студентами постараемся выяснить на практике, как же это работает и что делать. Это такой набор инструментов и навыков, который помогает, на самом деле, в любых задачах, связанных так или иначе с текстом. Наши студенты на таком курсе пишут сценарии, пишут докторские диссертации, делают презентации своих продуктов. Это все работает в совершенно разных историях. И мне хочется верить, что больше классных идей будут воплощены в жизнь в результате. Вторая моя тема – это, конечно же, то, как рассказывают истории в кино. Это основы сторителлинга и драматургии.
очень важно, что это адресовано в первую очередь, на самом деле, даже не сценаристам, которые все-таки более подкованы в этой области, но и всем остальным продюсерам, актерам, режиссерам, всем, кто так или иначе причастен Связан с отраслью. Да, потому что понимание того, как устроена история, как показывает наша практика, позволяет найти общий язык в команде, в работе над творческим проектом и приходить к более оптимальному и в производстве результату, и, конечно же, к более интересной, классно рассказанной истории. Ну и третья тема – это наш золотой конек, это интерактивный сторителлинг. Дело в том, что мы с моим сооснователем студии и партнером по работе с автором Антоном Уткиным написали первый в России учебник по интерактивному сторителлингу. То есть интерактивный сторителлинг – это рассказывание историй, в которых вы принимаете участие, решение в судьбе, за судьбу героя. Наш проект вышел примерно на год раньше, чем известный фильм Netflix «Брандашмык. Черное зеркало». Вот, и, в общем, мы в какой-то момент решили систематизировать все свои знания, поговорили с экспертами со всего мира, из разных областей, из кино, из виртуальной реальности, иммерсивного театра. И в результате получилась вот эта книжка, и я буду рада поделиться со студентами тем, что мы знаем. И очень хочется верить, что, может быть, через год появится первый якутский интерактивный сериал. Но в кинематографе Якутск не отстает, наверное, преобладает по России точно. Поэтому все может быть. И студенты действительно очень сильно тянутся в эту тему. А сколько дней вы будете здесь работать? Я здесь буду выступать 2 дня. Вот сегодня и завтра как раз. Отлично. Вы уже участвовали в «Умных неделях» и в других Нет, еще регионах? не участвовала. Не участвовали? Нет. Первый регион, в который вы Да, приехали, это Якутия. да. И Очень интересно. есть ли вообще у вас, вы же преподаватель, какая-то обратная связь у вас есть со студентами? Что они вам говорят? Наши студенты в целом довольны. Более того, мы смотрим на то, куда они устраиваются дальше работать с этими знаниями. И это самые разные направления. То есть они могут прийти работать к вам на телевидении, они могут стать блогерами и сделать свой проект, потому что сторителлинг и законы драматургии из кино точно так же применимы к блогам. Они могут пойти работать в рекламный продакшн, в диджитал, в рекламное агентство, в крупной компании, которые занимаются производством своего контента. То есть на самом деле путей очень много, потому что, как я уже сказала, это универсальный принцип работы. И хочется верить, что мы еще помогаем им научиться четкости и ответственности, потому что в таком сложном, многосоставном деле, как производство кино, очень важно, чтобы все работали слаженно, и это так же важно, как и придумать классную идею. Наши студенты работают в том числе и в нашей студии, на наших проектах, в том числе сейчас, например, у нас идет постпроизводство интерактивного сериала «Ничего страшного», посвященного проблемам травли в школе. Это такая подростковая... Социальная тема очень важная. Да, но при этом это игровая история, увлекательная, как нам хочется верить, которую мы сделали вместе с Mail.ru и Институтом развития интернета. Этот проект выйдет в ноябре, и вот как раз наши студенты с нами вместе работают, и мы очень довольны. Станислав Семенович, а только студенты могут посетить? Дело в том, что часть студентов у нас находится тоже на дистанции. Да, мы знаем, что мы в ограниченном пространстве, и из-за ограничительных мер очень сложно это делать. Но, тем не менее, все лекции, все занятия у нас будут записаны. И, в принципе, они будут выложены на сайте института, поэтому можно будет обратиться туда. И, скорее всего, будут на сайте Российского общества знаний выложены. Поэтому можно будет и мастер-классы, и лекции послушать, посмотреть там. Я думаю, что это очень полезно будет и для наших зрителей, потому что студенты, конечно, сейчас уходят в кинематограф. И вот можно у вас узнать, а какое кино сейчас наиболее популярно? Какие направления кино и жанры? Слушайте, я только что вот недавно была на Кинотавре, где я посмотрела фильм Владимира Мункуева «Науча», и я после этого хожу и всем рассказываю, что они обязательно должны его посмотреть. Вот, пожалуйста, пример фильма, который рассказан настолько свежим, настолько классным современным киноязыком, что да, вот это надо смотреть и делать, при том, что там были другие проекты не менее прекрасные. Но, например, «Науча» меня зацепил больше всего, поэтому нельзя говорить, что сейчас есть тренд, делайте все вот так, и вы преуспеете. На самом деле, то, что пишется сейчас, будет в тренде через 3, а то и 5 лет. Поэтому нужно просто, мне кажется, слушать то,
То, что Своё вокруг сердце. и свое сердце, да. Вот я не думаю, что Нучча это был проект, задуманный так. Сейчас мы изучим конкурентов и сделаем. Нет. Это очень искренняя, по-моему, история. И мне кажется, что вот всем так и надо делать. И учиться у якутского кино. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо и хороших вам лекций, хороших вам впечатлений от нашего города. Ну а мы продолжаем. И в продолжении нашей темы сегодня четверг, и по традиции стартуют в кино все самые свежие премьеры. Давайте посмотрим, что для нас подготовили кинотеатры. Бонд. Джеймс Бонд. Самая ожидаемая премьера недели. Очередной 25-й по счету фильм Бондианы и, по слухам, последняя работа Дэниела Крейга на посту агента 007. Фильм «Не время умирать». Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием. Впервые со времен «Из России с любовью» 1963 года Бонду будет противостоять злодей с русскими корнями и странным именем – Люцифер Сафин. Фильм полон погонь, перестрелок и взрывов. Всего того, за что мы так любим Бондиану. Не время умирать. У меня гениальная идея. Семейство Адамс отправляется в горящий тур. Покатились! Продолжение нового мультвоплощения знаменитой ужасной семейки Адамс. Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно 2 подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск. Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Паксли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы станут дыбом. В этой поездке семейка Адамс сплотится намертво, если, конечно, останутся выжившие. Сейчас рванет! Семейка Адамс. Горящий тур. Нас атакуют дроны! Бежим, быстро! Один президент. Также смотрите в кино фильм «Участник основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2001 года «Суперзвезда». Журналистка Франц Демер лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Ее популярность растет так стремительно, что она получает собственное ток-шоу на главном канале страны. И африканский мигрант, и ближневосточный боевик все мечтают сделать с ней селфи. Но однажды что-то ломается в ее бурной гламурной жизни. Она бросает работу и в поисках уединения отправляется в швейцарский спа. Но когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей. Мотор! Снято! Лео Сейду. Суперзвезда. Счастье не в количестве просмотров. Этим запомнился сегодняшний четверг. И, конечно же, спешите в кино и отправляйтесь посмотреть все новинки. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Ровно в 7 утра мы встретимся с вами в этой же студии. Спасибо, что были с нами. И хорошего вам дня, и хорошего настроения.